Ремесленники из Ингушетии поделились секретами своего мастерства в Кезлеве, в этнокомплексе Одун-Базар Капусы. Идея пригласить мастериц войлочной студии «Стинг» принадлежит крымско-татарской мастерице Эльмас Апазовой, которая около 10 лет назад увлеклась войлоком. Это увлечение привело к знакомству и дружбе с мастерами из Ингушетии. С женщинами, с мастерами из Ингушетии я познакомилась в соцсетях, рискнула, поехала на Северный Кавказ, окунулась в их работу, увидела, насколько результативен коллективный труд мастеров. Так завязалась наша дружба. Основная цель – сподвигнуть наших мастеров, наших женщин к возрождению традиционного войлочного ковроделия в Крыму. Мне кажется, нам есть чему поучиться друг у друга и что передать друг другу, чем поделиться с друг другом. Я очень рада, что я приехала. Я думаю, что это, конечно, не последний раз. Я еще много раз буду сюда приезжать. Мне кажется, очень важно снова объединять, делать творческие объединения. Они же были раньше. Были экономические связи, были культурные связи. Огромное количество предметов из Крыма находят на нашей территории. То есть мы понимаем, что даже в те времена было сообщение. И мне кажется, нам надо это все возрождать. Мы очень много времени упустили. Научный сотрудник Ингушского научно-исследовательского института имени Ахриева Танзила Дзаурова познакомила гостей мероприятия с традициями своего народа, рассказала о культуре, особенностях, о том, как она трансформировалась и развивалась до сегодняшнего дня. Также Танзила Ханым отметила общие черты крымско-татарского и ингушского народов. Ну, во-первых, у нас отношение к семейным традициям, к родственным связям, к соседям и вообще отношение к своему, именно к своему аутентичному. Второе, конечно, мы пережили почти одинаковую судьбу вместе с депортацией, потерей всей материальной культуры, и мы прекрасно понимаем ваше чаяние и боль, как и вы наша. Потому что последствия депортации мы ощущаем вот по сегодняшний день. Сегодня в Ингушетии успешно возрождают войлочное ремесло, которое в древности было широко распространено. На мероприятии были представлены войлочные ковры с ингушским национальным орнаментом, а также работы крымско-татарских мастериц. Да, у нас техники валяния совершенно идентичны. Рисунок в чем-то схож, например, в каких-то общих мотивах древа жизни схожесть есть. В растительных мотивах тоже есть. Но все-таки зависело все от того, какой образ жизни вел тот или иной народ. Допустим, у нас наш образ жизни, верования отобразились на наших полотнах. А поскольку у крымско-татарского народа уже давно исповедует ислам, у них в основном сохранился растительный мотив, потому что изображение животных и так далее, это, конечно, было запрещено. А у нас все-таки вот стык принятия ислама и так далее пришелся на более поздний период, и очень многие фрагменты до исламского периода сохранились. Ингушские мастерицы стараются сохранить свое традиционное ковроделие со своим традиционным орнаментом. Это меня очень привлекает. Они возродили это в больших масштабах, так же, как крымские татары возродили свою вышивку некогда. Гости мероприятия отметили важность таких встреч. Бүгінгі тедбір мен белесем çok файдалы, чүнки екі миллет арасындаки бақ асырларнен девам еткен. Бізде де Қырым татарларда бір заманлары киізшілік санаты бар еді. Сүргінліктен соң бұл санат tekmilin yok oldu desem yanlışmaz. Ve şimdi endi biz vatanımızga qaytıp endi yerleşken son birinci adımlar ettiğimiz gene bu sanatını canlandırmağa. Очень интересное мероприятие, потому что и очень важное, потому что у нас было утрачено очень много знаний. Это маленький шаг для возрождения валяния в Крыму, для его масштабирования. Потому что мастерицы, которые к нам приехали, они так же, как и мы, начинали с самого начала, и у них получилось войлок популяризировать. Конечно, эта встреча очень полезна, потому что среди наших мастериц очень много есть таких, которые увлекаются валянием. Вот. И сейчас вот они между собой как бы выясняют,
каким образом это делалось, какие орнаменты, то ли эта шерсть вваливалась сразу одним орнаментом, как это в Казахстане делают, либо это была технология шердак, когда вырезали войлок и друг друга вставляли. То есть там технологические какие-то особенности, вот сейчас это все как раз выясняется, друг другу рассказывают. А нам всем, кто этим не занимается, мы далеки от этого, но очень проявляем большой интерес. Нам тоже это очень интересно слушать. Организаторы хотели бы, чтобы приезд мастеров по войлоку и обмен опытом послужил толчком в деле возрождения крымско-татарского войлочного ковроделия.